алейкум рахматуллахи баракату. Уважаемые сестры, меня зовут Аселя. Я обращаюсь к сестрам по вере, дабы, чтобы они не повторяли моих ошибок. Я была замужем дважды за братьев в качестве вторых и третьих жен. При этом я не знала, что они были женаты. И узнавала об этом только после совершения никяха. Мужья, которые кроме получения физического удовольствия больше ничего мне не давали. Какие-либо знания по исламу не было. Корану не обучали. Книги, то есть лекции никаких мы не проходили. Материальную помощь также не оказывали. Сейчас многие случаи, когда так называемые ахи дарят своим женам, то есть дарят своих жен в качестве подарка других братьям. Как и меня первый муж подарил своему брату, так случилось. Дал мне талак и передал своему брату по вере, успокаивая меня словами, что это судьба и на все воля Всевышнего. Что необходимо проявлять сабр на данное испытание. Прошедшее не вернуть, но я хотела предостеречь вас, мои сестры. Данное видео снимаю по своей воле и с целью предостережения своих сестер по вере, особенно молоденьких наших утешек. Запомните самое главное — знание прежде слов и дел. Получайте знания, изучайте основы, условия никяха, знайте права жены и мужа по шариату. Прежде чем давать согласие на никях, достоверно выясняйте возможное наличие у брата жены. Если есть сестры, которые прошли такие же испытания, прошу вас не молчать, учить других сестер условиям никяха, чтобы наши дети знали своих отцов и росли в полноценной семье, чувствуя заботу своего отца. Валлахи, мне стыдно перед своими детьми, когда каждый из них спрашивает у меня про своих отцов. Да убережет вас Всевышний от таких испытаний. На этом я хочу закончить. Ассаляму алейкум рахматуллахи баракату. Как ты можешь сделать это так просто? Берешь в жены чью-то дочь, и ты просто сделаешь это просто, и потом, сказав это просто, берешь опять чью-то. Это как случай с Камри. Мы водим Камри, и если раз нравится, позвоним другу и скажем: брат, это моя машина, знаешь же, что машина хороша. Если ты хочешь, дам тебе за дешевую цену. Ладно, беру. На сегодня они так поступают со второй, третьей женой. Недавно одна наша сестра заключила никах 13 раз. Первой женой они не могут так поступить. Это со вторыми женами происходит. Вот, звонит другу: брат, я сейчас отправлю тебе вторую жену, хочешь? Давай, отправь, говорит. Тот и встречает ее оттуда. Идет в квартиру, приглашает таких же, как он сам, и совершает там никах. Там не бывает имамы. Потом через некоторое время звонит другому брату: брат, я отправлю к тебе свою вторую жену, не хочешь? Да, отправь, говорит тот. И она так и ходит между ними. Разве Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям к этому нас призывал? Она же тоже чья-то дочь, доверенная тебе на хранение. О чем пророк, алейхиссаляту вассалям, говорил на последней хутбе? Он повторял и повторял: будьте осторожны в отношениях с женами. Завтра вы будете спрошены перед Аллахом за своих жен. Если смотреть на этих братьев, то что же они делают, самостоятельно ища знания? Множество таких вопросов обсуждались. Сегодня в религии, в том числе молодежь, как говорилось выше, не защищаются права женщин. Если с первой тоже сделают это просто, то дом и бизнес разделятся на две части. Таков же закон. Если разведешься, 50% имущества переходит на супругу, а это не нужно им. А вторая жена, которая не прошла ЗАГС, не зарегистрировалась в мечети, лишается прав. Никто не сможет выйти на ее сторону. И сестры наши не знают, кому об этом рассказать, кому обращаться. А они же, братья, перед никахом просили и молили перед ними. И говорили: это Коран, это Сунна, это шариат. Но посмотрите, к чему это привело. Наш шариат, наша религия не призывает нас увеличить число вдов, детей-сирот.